В Нерюнгринский район с рабочим визитом прибыл руководитель региона Айсен Николаев. У него намечена двухдневная насыщенная программа. Делегация во главе с Николаевым посетила ряд производственных объектов, провела несколько совещаний и встретилась с активом района. По порядку и подробнее коллеги из Нерюнгри. Делегация во главе с Айсеном Николаевым с трапа самолета первым делом начала работу с ознакомления плана схемы реконструкции здания аэропорта Нерюнгри федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера». Далее руководитель региона провел осмотр объектов в поселке Чульман, построенные дома на пересечении улицы Кошевого-Свердлова, аварийный жилфонд на улице Титова, 11. Затем Айсен Николаев также посетил объекты угледобывающей компании «Колмар», резидента территории опережающего развития Южная Якутия. На смотровой площадке шахты Денисовской Артем Левин рассказал о краткосрочных и долгосрочных перспективах компании. Внизу выход из шахты угля работает тоже 800 человек на шахте, еще вспомогательный персонал 400 человек. После чего делегация отправилась в поселок Серебряный Бор. Хотим вам задать вопрос по качеству строительства жилья. Хотим вас пригласить и показать, как у нас бегут балконы, в таком аварийном состоянии. Фасады сыпятся, прилежащие территории непонятно в каком состоянии. Затем прошло совещание в Нерюнгринской районной администрации по вопросам, входящим в повестку рабочего визита. И та цель, которую я сегодня как раз поставил перед активом Нерюнгринского района, заключается в том, чтобы населенные пункты Нерюнгринского района соответствовали высокому качеству жизни, чтобы и здравоохранение, и культура, и образование в районе, транспортная инфраструктура, жилищная инфраструктура, они были на высоте. К сожалению, в этой части у нас проблем много. Мы видим, что, например, в поселке Серебряный Бор у нас практически, можно сказать, уже сегодня сорвана программа переселения из аварийного жилья. Это недопустимо, и здесь, конечно, надо применять самые жесткие меры реагирования как к застройщикам, допустившим такую ситуацию, так и к тем людям, которые достаточно, скажем так, халатно отнеслись к контролю за использованием бюджетных средств, которые были выделены, в том числе из федерального бюджета, на реализацию этой программы. В завершении первого рабочего дня состоялась встреча с активом Нерюнгринского района. Пообщавшись в теплой дружеской обстановке, жители района задали интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. На 19 июня запланирован также насыщенный рабочий день. Игорь Акимов, Вадим Барашков, Нерюнгри.